Гулькаир Касиева ведет бизнес по продаже одежды на протяжении 3 лет. Клиенты довольны как качеством товаров, так и обслуживанием ее бутика, ведь они могут расплачиваться кэшем и безналичным путем. А главное, после покупки всегда выдается чек, напечатанный на контрольно-кассовой машине, которая является и мультифункциональным терминалом оплаты. Гулькаир считает внедрение ККМ важной задачей для поддержания экономики страны, и как патриот она рада работать по закону. Сейчас, с января месяца, мы работаем с ККМ. Очень выгодная, удобная система, аппарат. Очень много держателей безналичного расчета. Стало выгодно им, стало выгодно нам. Аппарат мы получили бесплатно через Кереметбанк. Есть клиенты, покупатели, которые просят чек, потому что многие в курсе, что идет какой-то конкурс. Я тоже требую чек, когда кофе пью там и так далее. Я поддерживаю этот закон полностью. Надо государству тоже давать, не только просить, поэтому поддерживаю закон, пользуюсь и призываю других. Многие предприниматели поняли, что внедрение контрольно-кассовых машин позволяет избавиться как от постоянной ежемесячной отчетности перед налоговой, так и способствовать пополнению бюджета. А покупатели, клиенты довольны, что им всегда выдается распечатанный чек от покупки или оказанной услуги. Хотя некоторые горожане не знают факта о значительном увеличении госдохода от использования ККМ предпринимателями. Чек надо требовать, необходимо требовать чек, потому что чек человек покупает и знает, что покупает. Вот в чем дело. Во-первых, знаешь, где взял, что взял, и какое качество и тому подобное. А чек это что? Она идет прибыль государству, это государственное. Это не купля, не перепродажа, а это то, что именно факт то, что государственное. А от этого идет прибыль, от этого идет пенсионный фонд. Любой человек при покупке должен требовать чек. Без него не должно быть купли-продажи. Его важно хранить. Но я не знал, что государству идут налоги от этих выданных чеков. В целом, я, безусловно, считаю нужным требовать чек. Да, если где предоставляют чек, то беру. Если не, в основном не предоставляют. Ну, это НДС, там налоги, все дела, да? Знаю. Знаю, что надо требовать, да. Внедрение контрольно-кассовых машин в активной фазе происходит с 2018 года. В ГНС сообщили, что на сегодня установлено более 45 тысяч таких считывающих машин. Этот инструмент наиболее эффективен в помощи по выявлению теневого сектора экономики. Ранее указом президента от дополнительных налоговых выплат освобождены малые предприниматели, чей оборот не превышает 8 миллионов сомов, если они применяют ККМ. Польза от применения ККМ – это элементарный учет. То есть, если мы будем видеть учет, а также мы будем видеть, ставить прослеживаемость в рамках этих применений ККМ, соответственно, у нас это влияет на налоговую базу. Соответственно, это влияет на повышение доходной части бюджета. В Кыргызстане используются два вида ККМ. Это аппаратный комплекс, либо виртуальная кассовая машина посредством использования смартфона и компактной машины, печатающей чеки. В целом предприниматели могут выбирать любой из вариантов ККМ. Программная версия вообще не ограничена в количестве. Также предпринимателям с рынков дается время до августа этого года перейти на использование ККМ. Аппараты бесплатно выдаются 3 банками. А ГНС объявил тендер на закупку 10 тысяч кассовых устройств. У нас есть установленный прогноз, который законом утвержден, это 156 миллиардов. То есть мы его должны выполнить, а в рамках исполнения этого прогноза, соответственно, есть различные инструменты, в том числе и увеличение доли применения ККМ, применение электронных счет-фактур, другие цифровые решения в рамках улучшения администрирования налоговых платежей. А так, в целом, исходя из норм и требований по установлению ККМ, в этом году у нас будет порядка еще дополнительно 70-80 тысяч установленных ККМ к концу года должно быть.
Ранее ГНС объявила, что запустит стимулирующую лотерею «Требуй чек, выиграй приз». Разыграют iPhone, автомобили и другие ценные призы, а суперприз – квартира в Бишкеке. Главное – требовать чек на покупку, начиная от 1000 сомов. Лотерея призвана обеспечить контрольно-кассовую дисциплину предпринимателей, приучив их к обязательной выдаче кассовых чеков, а также с целью повышения гражданской активности и борьбы с теневой экономикой. Рашид Алиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.